Координационное совещание правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков открыл генеральный прокурор Адгур Агрба. Он представил участников совещания и передал слово основному докладчику, начальнику судебного управления Генпрокуратуры Дауру Амичба. Работа субъектов профилактики в сфере противодействия наркопреступности не отличается активностью. Темпы роста потребителей наркотических веществ ежегодно растут, говорится в докладе. В последнее время изменилась национальная принадлежность и пол распространяемых наркотических средств, распространителей. Если ранее этим занимались граждане Российской Федерации и местные жители, то в последнее время к ним присоединились граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Изменился и количественный состав. Если раньше сбытчики действовали поодиночке, то сейчас это организованные группы лиц, среди которых зачастую и женщины. Данные способы вызваны минимизировать риски быть задержанными, ведь семейная пара с ребенком привлекает куда меньше внимания правоохранительных органов и бдительных граждан, чем одинокий парень, фотографирующий камни и землю. Согласно докладу, на наркорынке Абхазии в 2022 году за первое место по количеству изъятых из оборота веществ боролись метадон и марихуана. Статистика основана на судебных решениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, метадона правоохранители изъяли в объеме 1 килограмм 161 грамм, причем кило 100 обнаружили в Сухуме, остальные 61 грамма распределены по всем районам, кроме Ачамчирского. Там метадон в 2022 году не нашли ни разу. Каннабис проходит в статистике в двух категориях, как марихуана и измеряется в граммах, и как конопля в корнях. Так вот, марихуаны за прошлый год изъяли чуть больше полкило. Для сравнения, в 2021 нашлось на килограмм больше. Но если посчитать еще 241 корень конопли, то по весу, скорее всего, получится больше, чем метадона. Хотелось бы остановиться на статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за посев и выращивание наркосодержащих растений, то есть на часть 1 статьи 200 и часть 2 статьи 228. Должно быть учтено, что данное преступление направлено на посев и выращивание наркотических средств естественного происхождения, как правило, без цели сбыта, за которые не имеют такого пагубного влияния на организм, как синтетические наркотики. При этом санкции статьи за выращивание 5 корней таких растений превышают санкцию за умышленное убийство. На третьем месте по количеству изъятых веществ амфетамин – 250 грамм. Опять же, из них 246 в Сухуме, еще чуть больше 3 грамм в Гудаутском районе. На четвертом месте прегабалин, на пятом мефедрон – 81 и 53 грамма соответственно. Закрывает своеобразный хит-парад МАК. Его изъяли только в Ачамчирском районе в количестве 17 корней. Что примечательно, в этом районе за год не изъяли ни одного синтетического наркотика, только марихуану, мак и коноплю. В Ткварчалском районе ситуация еще лучше. За весь год изъято всего 3 грамма конопли. Героин во всей стране не нашли ни разу. Последний раз он фигурировал в 2021 году в объеме до 2 грамм. Эта статистика говорит о тревожной тенденции. Если раньше в стране доминировали наркотики растительного происхождения, то сейчас на первый план выходят синтетические, гораздо более опасные вещества. За указанный период судами республики были осуждено 171 лицо в сфере незаконного оборота наркотиков, в отношении 3 которых были применены принудительные меры медицинского характера. В отношении одного лица было прекращено в связи с его смертью. При этом суд Гагарского района вынес один оправдательный приговор в отношении гражданки Мумджан, о котором я говорил выше. При этом за 2022 год судами республики с участием прокуроров рассмотрено 480 уголовных дел. Из указанного количества дел 175 – это дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Если привести статистику, то 179 было за 2021 год и 118 уголовных дел за 2022 год. При этом более трети, а это 36,4%, это уголовные дела, связанные с незаконным потреблением, выращиванием, сбытом и ввозом на территорию Республики Абхазия наркотических средств и их аналогов. Судами общей юрисдикции по факту незаконного оборота наркотических средств осуждено 171 лицо. В отношении 2 применены принудительные меры медицинского характера. В отношении одного лица прекращено в связи со смертью, одно лицо оправдано. К реальному лишению свободы осуждено 69 лиц, к условному 101 лицо. Штраф назначен одному лицу. В центральном докладе проанализированы случаи судебных разбирательств, когда виновным лицам меняют квалификацию из-за нарушений, допущенных при составлении оперативного материала, в результате чего преступники получают гораздо меньшие сроки, чем заслуживают. Так, летом прошлого года Гагарский суд признал виновным гражданина Торчуа во ввозе и хранении наркотиков в особо крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы на 16 лет и штраф 700 тысяч рублей. Суд следующей инстанции этот приговор отменил. Основанием отмены данного приговора послужило то, что автомашина Mercedes-Benz, в которой были обнаружены наркотические средства, принадлежащие Торчуа, длительное время оставалась без присмотра, в условиях, не исключающих незаконное проникновение в нее.
Сотрудники УКОН МВД Иран не опечатали это автотранспортное средство. Машина более 5 часов находилась во дворе МВД без присмотра, и только по истечению длительного времени было проведено обследование транспортного средства. Кроме того, в суду кассационной станции были выявлены и иные нарушения, допущенные оперативными работниками, в частности, видеозаписи акта личного досмотра Торчева и досмотра транспортного средства Mercedes-Benz, выявлены изменения даты и размеров файлов. При этом хочется отметить, что органам расследования ни судом не были вынесены акты реагирования, представленные и частные определения на действия сотрудников. С докладом перед руководителями правоохранительных ведомств выступил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Ремзик Чанба. Он сообщил, что по состоянию на 1 января 2023 года на учете в наркодиспансере находилось 595 человек с положительными результатами тестов, а также 742 человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В административно-правовой практике лицо, отказавшееся от прохождения медицинского освидетельствования, подвергается административному наказанию, как и лицо с положительным результатом теста. Однако указанные лица на профилактический учет не ставятся. В таком случае следует учесть, что число наркопотребителей на 1 января 2023 года составляет 1337 человек, что больше на 65 человек показателей предыдущего года. В 2022 году на диспансерный учет сроком на 3 года с заключением страдает наркоманией взяты 40 человек. На профилактический учет сроком на 1 год с диагнозом неоднократное употребление с вредными последствиями 66 человек. За аналогичный период 2021 года на диспансерный учет взято 31 человек, что на 9 человек меньше, чем в 2022 году. На профилактический учет взято 377 человек, что на 311 человек больше, чем в 2022 году. Замначальника УКОНа представил статистику преступлений, зарегистрированных в 2022 году, а также за текущий период 2023 года. Он подчеркнул, что наркорынок продолжает формироваться за счет контрабанды из России, а также транзитом через Россию из третьих стран, например, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Ремзик Чанба также сообщил, что штат УКОНа состоит из 15 человек, что в среднем получается по 2 человека на каждый город. При этом более 90% задержаний по делам, связанным с наркотиками, осуществляют сотрудники УКОН. Для эффективной работы этого недостаточно. В целом, предпринятые правоохранительными органами Республики Абхазия меры позволили обеспечить контроль за развитием ситуации в стране в сфере незаконного оборота наркотиков. Вместе с тем, сохраняющийся высокий уровень наркотизации населения страны продолжает представлять серьезную угрозу национальной безопасности, что диктует необходимость дальнейшего развития антинаркотической системы и совершенствования методов противодействия незаконному обороту наркотиков. Нельзя не отметить тот факт, что проблема наркомании – это главная проблема, и она должна заботить не только МВД, и в частности УКОН, но и все государство в целом. Министр Вальтер Будва обратил внимание на проблему доказуемости фактов ввоза наркотиков в страну из-за границы. Дело в том, что эта деталь существенно увеличивает срок наказания, поэтому чаще всего адвокаты стараются оспорить именно факт ввоза, ссылаясь на ошибки в работе правоохранителей. Такое чувство складывается иногда, что мы боремся не с наркоторговцами, а с оперативными службами, которые документируют эту деятельность, отметил министр внутренних дел. Но никогда не берем мы в учет то, что данное лицо, прежде чем его установили, что он с наркотиками, это же результат разработки. Мы что, случайно какого-то прохожего задерживаем и досматриваем? Мы досматриваем тех лиц, которые представляют оперативный интерес и зачастую находятся на оперативном контроле. Вот возникает следующая проблема. Они, как бы суды у нас там просят, и вследствие просят, так как они понимают, что будут в суде такие вопросы и проблемы, они просят тогда представьте нам вот эту оперативную составляющую. Вот тут у нас, конечно, большая проблема. Есть такая вот с точки зрения даже не распространения тактики, действий правоохранительных органов, мы даже не можем это сделать. Мы можем рассекретить и предоставить. Но что мы приобретем? Раскрываем свою тактику, раскрываем детали, как мы документируем лиц, и после этого мы следующие проблемы получим в следующий раз, потому что, как говорится, преступники тоже на одном месте не стоят, они развиваются, они, кстати, впереди нас с точки зрения использования технологий, так как они для того, чтобы использовать что-либо, им не нужно там постановление и так далее, они более свободны. Доклады за 2022 год представили также временно исполняющий обязанности начальника следственного управления МВД Фатима Цыба и представитель СГБ Нахар Лагвилава.
несмотря на серьезные меры, предпринимаемые правоохранительными органами страны, существенно повлиять на тенденцию роста и усиления незаконного оборота наркотических средств на территории республики не удается. В условиях того, что стоимость так называемого чека с наркотическим веществом метадон или иного вида синтетического наркотика на территории Абхазии в несколько раз превышает стоимость аналогичных наркотических средств на территории России, преступная деятельность дает значительную экономическую выгоду и основание делать эту сферу незаконной деятельности популярной и прибыльной в криминальной среде. Служба государственной безопасности во взаимодействии с МВД Республики Абхазия за 2022 год осуществлялся комплекс мер, направленный на улучшение организации и повышение эффективности работы в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В указанный период были проведены комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в отношении лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств. Профильными подразделениями Службы государственной безопасности совместно с УКОН МВД Республики Абхазия реализовано свыше 10 запланированных специальных антинаркотических операций, в том числе направленные на пресечение незаконного ввоза наркотических средств на территорию Республики Абхазия, а также разработку и реализацию оперативной информации в отношении преступных групп, занимающихся сбытом наркотических средств. До недавнего времени неэффективной считалась деятельность Государственного таможенного комитета в борьбе с трафиком наркотиков. В результате скоординированной работы представителей ГТК и МВД ситуация изменилась к лучшему. Главным условием для борьбы с контрабандой и правонарушениями в сфере таможенного дела является применение специального оборудования. К сожалению, ГТК Республики Абхазия до сих пор не располагает необходимыми техническими средствами таможенного контроля, способного определять состав перевозимых грузов, просматривать грузы для эффективности обнаружения тайников на транспортных средствах и в контейнерах, а также товаров, перемещаемых путем сокрытия таможенного контроля в ручной кладе, в том числе, естественно, наркотических средств и их прекурсоров. Учитывая, что оперативные возможности таможенных органов Республики Абхазия для полного предотвращения данной преступной деятельности немного ограничены, оперативные подразделения таможенного комитета осуществляют выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного ввоза наркотических веществ и их прекурсоров на территорию нашей страны в большей степени совместно с иными правоохранительными ведомствами нашей страны. Представитель Минпросвещения Виктория Джинджоля рассказала о мероприятиях, направленных на раннее выявление незаконного употребления наркотиков учащимися образовательных учреждений. На протяжении всего времени в 2022 году взаимодействие Службы социальной поддержки детей и семей, а также Министерства просвещения совместно определили немалое количество детей в школу-интернат из-за сложной семейной ситуации в семье. С целью сохранения анонимности не будем озвучивать имена и фамилии данных семей. В Сухумский государственный лицей-интернат были определены 7 детей из Ачимчирского района, 2 детей из Гурлипского района, 5 детей Гудаутского района, 3 из Гагарского района. В нашей действительности, к великому сожалению, школы-интернаты заменяются центром реабилитации, хотя общеобразовательные школы сами должны нести ответственность за учащихся, обеспечивать им здоровую социальную среду, заниматься воспитанием детей, но школами для этого не хватает ресурсов, а перевод, естественно, этой проблемы не решает. Министр Вальтер Будба отметил, что в планах введение обязательных проверок на наркотики среди учеников старших классов. Такому решению, но мы, наверное, будем совместно с Генеральной прокуратурой и со всеми общественными организациями по правам ребенка. Значит, хотим, у нас там в МВД имеется теперь возможность проводить, громко сказать, исследовать кровь и там мочу. И в этом плане, в профилактическом плане мы хотим, наверное, мы посмотрели международную практику, что они уже в школах начинают проверять детей старшего класса на предмет употребления наркотических веществ. Я, безусловно, понимаю, что общественность наша, родители, мы все родители, да, может быть, неоднозначно это воспримет, но, наверное, нам надо найти общий язык с родителями и объяснить, что это направлено в первую очередь на профилактику. Это когда вовлекают молодежь, это будет сдерживающим фактором, что он будет понимать, что в школу могут прийти и его проверить.
Министр внутренних дел высоко оценил качество взаимодействия со службой госбезопасности и Генеральной прокуратурой, отметил рост взаимодействия с таможенным комитетом. Генеральный прокурор Адгур Агрба ответил на часто задаваемый вопрос, почему чаще к ответственности привлекаются распространители, а не организаторы. Это зачастую пособники, либо исполнители этих преступлений. Организаторы, они у нас остаются недосягаемыми. Почему? Потому что они находятся за пределами Республики Абхазия. Очень сложно установить и очень сложно доказать. Мы видим, что сейчас у нас происходит процесс новых технологий, развития новых технологий. Такие преступления совершаются с помощью различных групп, интернет-сайтов, которые создаются, посредством которых потом уже совершаются эти преступления. Но тем не менее, несмотря на это, несмотря на все сложности, которые эта проблема в себя включает, надо отдать должное оперативным сотрудникам. Это люди, которые сегодня непосредственно выявляют эти преступления, а потом передают в следственные органы. Это в первую очередь ваш результат, за это мы вам очень благодарны. Закрывая совещание, генеральный прокурор поблагодарил все оперативные службы, которые занимаются борьбой с наркотиками, за эффективную работу. Очень отрадно заметить, что результаты работы в 2022 году стали лучше, подчеркнул Адгур Агрба. Надежда Боровикова, Абаза ТВ.